حاجي مطلوب واشا كتب تغيير كتدوبي بكم دخل تاخذنا لسبب تيبو حدش يتش تبدي شو سقول شو سق ساعات كاشت ساعات يتبلي نقاسم يت شريز صوتي هذا دار محيم أيوب بينو أصحابه كتسمع محمد سالجاد ومحمد الجاد كافدر جنرال بروكورورية شاي كجير صارت سوقا أتوت ديتا هرج حلفسات هرج ديتا أتوت أصحاب ذكون سيتم أتوتهم سهات صناعيات ده قرن صوتيات ده كوكركوي كافد إسكافد تحن رجبرات يتعرفوا أيوب أصحاب الزعم محمد سالج جو كسوت يسوي شيء شمال هذه مستنفذ أها تحن سهمها بين الجوف شريات دل جيري تحن كل كهان تحن سبيت تيبو حشوة موج برح مشابه فرشي قلبي ها حولتو مجد حي حولتو موسى هو حاجي هو فرشي موسى هو شو أنا يسخل موسى لتصورك دوس ديش يحسد وديك سد الحمد لله حكي من بوجه إن شاء الله والله موسى اصحى هون شو ذي اصحى هون شو هون نتاك هواش عن هواش عن صوت بقول برشي أمر خان أصلا بيكش سنة خمسة سبيل أنا هذا ده هم شو تيجي بنتركوا على الوسط الحمد لله تاخ إذا بقول برد بيانا خرج ميت بيانا تاخنا أدو برد بيحاول نوش سنة روتشات أعتقد يا موسى يا أمر خان الشيء سريت وحكي زياد بوشان كل شيء دخلوا سبي سودا هو أتسبيتا ده حين تبي كان أدم دني موسى تجي حد ده شو أحد بودا يركب تعمل تعمل بروسي أصحاب ير ده وقع زي جدي أيوة ولا تلوني بزموش نوتي يرشد عيوني ذلك السلام عليكم. В 2021 году Чудян Хазухшера апрельбет шит чудал реабилитация репрессивного народа закон принят. Вот шит вчера, вот шит вчера закона Шидолчев скяхт флуидас. Schon dicker Sabo Hand geht mir von Raske Methode da остановлений. Уже 32 года исполняется в апреле, как принят закон о реабилитации репрессированных народов. Этот закон предусматривал, что предусматривал несколько видов реабилитации. Там есть территориальная реабилитация, политическая реабилитация, культурная реабилитация. Ни один из этих видов реабилитации, и имущественная реабилитация, что очень важно, ни один из этих видов реабилитации в полной мере в отношении ингушей до сих пор не осуществлен. Что касается имущественной реабилитации, там в 90-х годах, вы помните, произвели выплаты вот этих мизерных сумм, когда это было 100 минимальных зарплат, и все. В принципе, все исполнение закона, свелось к тому, что выплатили вот
эти суммы и все. Что касается вот того письма, которое отправлял Лиев, вот был переду, и то, что ответ пришел. В этом ответе ничего нового нету. Той позиции, которую всегда занимали наши соседи по этому закону. Ничего нового там нет. Ничего нового нет. Есть вот те же самые вот, вещи, которые они уже, как говорят русские, набили оскомину. Вот что касается тех нормативных актов, вот, чтобы вы знали, вот как-то я вот год назад вот такую книгу мы приносил и давал, да? Вот в этой книге есть заключение, вот вряд ли вот, я думаю, что скорее всего вы не читали, но я думаю, важно прочитать, важно ознакомиться. Когда еще были живы Бексолт Сайнароев, Мочка Султригов, мы с ними договорились и создали группу юристов и подготовили, провели мы общественную юридическую экспертизу и подготовили заключение. Оно вот здесь опубликовано в печатном виде. И если кто-то хочет в электронном виде, чтобы любой мог иметь доступ к этому документу, мы его опубликовали. Есть сайт Ингушского регионального отделения Ассоциации юристов России. Вот, есть такая общероссийская общественная организация, Ассоциация юристов России, есть Ингушское региональное отделение. Вот это региональное отделение я возглавляю. Вот на сайте этого общественного объединения этот доклад опубликован. Зачем мы этот доклад подготовили? Какую цель мы преследовали? Поскольку и до этого, и после этого всегда мы сталкиваемся, в основном это бывает, ну, в интернете бывает. Или вот такой переписки, когда, допустим, кто-то пишет, им же надо на что-то ссылаться. Начинают ссылки на какие-то нормативные акты. На какие-то нормативные акты. И начинают людей вводить в заблуждение. Говорят, что вот так, вот такой-то акт там, и типа он дает нам право не исполнять этот закон. Вот здесь сейчас я вам зачитаю выводы и вот только те, которые есть в этом документе, в этом заключении. Специально вот, когда было 30-летие вот, принятия этого закона о реабилитации репрессий народов, я подготовил научную статью. Эта статья опубликована. Есть такой журнал общероссийский «Конституционное и муниципальное право». Его издает Московский государственный университет. И там в 5-м номере за 2021 год опубликована эта статья. Это было сделано специально, чтобы это вынести вопрос на общероссийский уровень, на федеральный уровень, чтобы обратили еще раз внимание на то, что закон не исполняется. Эта статья называется «Конституционные основы реабилитации репрессированных народов к 30-летию принятия закона о реабилитации репрессированных народов». Эта статья тоже в этой книге опубликована. Вы здесь с ней тоже можете ознакомиться. И здесь мы приводим все юридические доводы, которые на корню снимают вопрос о том, что есть какие-то правовые основания для того, чтобы власти соседней республики не исполняли закон о реабилитации репрессированных народов. Сейчас, одну секунду. Вот это заключение, вот экспертное заключение о результатах общественной правовой экспертизы нормативных правовых актов СССР, РСФСР, Российской Федерации и ее субъектов, нарушающих права и законные интересы ингушского народа. Мы отобрали тогда, вот, по согласованию с Бексултаном Сайнароевым, отобрали 12 таких нормативных актов, начиная с первый документ, это был декрет в ЦИК об упразднении Горской автономной республики. Просто чтобы, для того, чтобы вы имели представление об этом, рассказываю, потому что большой документ, вы его сами можете прочитать внимательно и потом уже... Вот помните у нас, когда были споры по границе с восточными соседями, и там возник вопрос о том, что
была такая административная единица, Сунжинский казачий округ. И вот в докладе, который подготовила комиссия Асхаба Бойкова, этот вопрос, он там полностью разобран. Вот, исторически как произошло, но юридически, вот почему мы этот документ взяли и провели экспертизу, показали вот в этой части, почему он нарушает наши права. Потому что на момент, когда разделяли Горскую автономную республику, в ней оставались только два округа, Ингушский и Осетинский. И вот этот Сунжинский округ, он появился на ингушских землях путем деления Ингушского округа. Они вместо одного Ингушского округа создали Ингушскую автономную область, и вот этот придаток Сунжинский казачий округ. Взяли несколько станиц из Моздокского района, присоединили наши ингушские села и образовали вот такую единицу. А потом спокойно в 1929 году по своему плану присоединили этот казачий округ Сунжинский, так называемый, к Чеченской автономной области, и дальше начали свой план осуществлять. Вот мы здесь показываем, что и это было нарушением закона, еще того закона, потому что тогда, вот когда в отношении ингушского народа, вот, когда нас выселяли, когда нарушали наши права, ведь действовала Конституция СССР была, Конституция РСФСР была, ее и эту Конституцию, и ту Конституцию власти нарушали. Нарушали самым грубым образом. И мы здесь показали, как они нарушали, какие нормы они нарушали. Вот в этом заключении. А я вам прочитаю только выводы и итоговые выводы и предложения. Вот после того, как мы по этим 12 актам нормативным, законам, вот очень примечательно, вот я вам приведу один пример вот, того, как творился произвол в отношении ингушского народа. Вот выселяют нас, вот уже вот буквально на днях мы отмечали, да, годовщину депортации ингушского народа, выселяют нас 23 февраля. Указ Президиума Верховного Совета СССР о ликвидации члена Ингушской ССР выходит 7 марта 1944 года, через 2 недели. Но тут важно, что вот чисто мы говорим о юридической стороне. Вот этот Президиум Верховного Совета СССР не имел права ликвидировать автономную область. Была Конституция СССР тогда. Они нарушили Конституцию СССР. Для того, чтобы ликвидировать эту автономную республику, нужно было внести изменения в Конституцию СССР. И знаете, что еще удивительно? В Конституцию СССР так и не внесли до 1957 года изменения. В Конституции СССР Чечено-Ингушская автономная республика существовала все 13 лет. Вот такой был правовой произвол в отношении ингушского народа. Просто Сталину вот брело в голову, вот, издали указ и депортация народов и лишение всех прав. Вот мы этот вопрос здесь вот разобрали и пришли к следующим выводам. Первый вывод, который мы сделали. Декларацией от 14 ноября 1989 года Верховный Совет СССР признал незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению. Здесь есть еще один момент, на который нужно обратить внимание. Вот в этом законе о реабилитации репрессивных народов, в чем вот важность и значимость этого народа, этого закона? В этом законе сказано, что в отношении репрессивных народов применялась политика геноцида. А геноцид – это преступление против человечности. Это в законе сказано. Прямо сказано там в законе, в преамбуле можете прочитать, что в отношении репрессивных народов Сталином и его окружением применялась политика геноцида. И этот закон направлен на то, чтобы эти последствия этого геноцида устранить. Но до сих пор последствия не устранены. Второй пункт. Закон РСФСР о реабилитации репрессированных народов, статья 1, реабилитировал все репрессированные народы, признав незаконными и преступными, не только незаконными признает закон, но и преступными признает акты против этих народов. Согласно статье 3 указанного закона, реабилитация репрессированных народов означает признание и осуществление их права на восстановление территориальной целостности, существовавшей до антиконституционной политики насильственного перекраивания границ,
на восстановление национально-государственных образований, сложившихся до их упразднения, а также на возмещение ущерба, причиненного государству. То есть фуёху закона. Первое, говорит, восстановите границы, которые вы незаконно, антиконституционно изменили. Второе, возместите им ущерб. В силу статьи 3 данного закона территориальная реабилитация репрессивных народов предусматривает осуществление на основе их волеизъявления правовых и организационных мероприятий по восстановлению национально-территориальных границ, существовавших до их антиконституционного насильственного изменения. Третий пункт. Законом Российской Федерации об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации образована Ингушская Республика в составе Российской Федерации. Третий пункт. Согласно статье 2 указанного закона, в целях реализации закона РСФСР 26 апреля 1991 года о реабилитации народов, Государственной комиссии, образованной правительством РФ, предписано осуществить подготовку правовых организационных мероприятий по государственно-территориальному разграничению, учитывая при этом интересы казачества, возможность расширения его самоуправления в составе Ингушской Республики, а также интересы национальных меньшинств, решить иные вопросы, связанные с образованием Ингушской Республики. Четвертый пункт. Конституционный суд Российской Федерации в определении от 3 июля 2007 года указал, что федеральный законодатель при принятии закона Российской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий, вот этот закон тоже в полной мере распространяется на ингушский народ, чтобы вы знали. Закон, вот их два закона. Закон о реабилитации репрессированных народов, раз. Закон о реабилитации жертв политических репрессий. Почему распространяется? Потому что в законе о реабилитации репрессированных народов есть статья 3.1, где написано, что распространить действие закона о реабилитации жертв политических репрессий на всех представителей репрессированных народов. То есть оба закона распространяются. А что говорит Конституционный суд по этому вопросу? Конституционный суд говорит, федеральный законодатель при принятии закона Российской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий исходил из признания того, что за годы советской власти миллионы людей стали жертвами произвола тоталитарного государства, подверглись репрессиям за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и иным признакам, и что Россия, как демократическое правовое государство, осуждает многолетний террор и массовые преследования своего народа как несовместимые с идеей права и справедливости. Дальше. В постановлении от 10 декабря 2019 года номер 39 Конституционный суд Российской Федерации сформулировал следующие правовые позиции. Это нас касается, поэтому мы обращаемся к этому. Закон Российской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий объективировал, то есть свел воедино, возникшие в связи с фактом причинения соответствующего вреда конституционно-правовые отношения по поводу его возмещения между гражданами, являющимися жертвами политических репрессий, и Российской Федерации как правопреемником СССР, государства, с деятельностью которого связано причинение вреда, по своему характеру представляющего собой вред реально неисчисляемый и невосполнимый. Мелдичи охцу, Конституционный суд охус. Мелдичи, мел ахш далучи, мел рус далучи, звред восстановить тул датцу. База легкий охцу, на цакамыштия, дзи, цаневри. Но дидиз оху. По смыслу закона Российской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий, реабилитация означает восстановление реабилитированных лиц, утраченных ими в связи с репрессиями социально-политических и гражданских правах, устранение всех ограничений прав и свобод, которые к ним применялись, а также иных последствий произвола. Конституционный суд охус. Все права нужно восстановить и устранить произвол. Те последствия негативные, которые возникли для этих людей. Дальше, вот когда у нас работал Конституционный суд Республики Ингушетия, который я возглавлял, мы разбирали тоже одно дело, которое касалось репрессированных. И мы тут пишем. Постановление Конституционного суда Республики Ингушетия от 30 октября 2019 года номер 22 указано, что Российская Федерация, опираясь на международные акты, Декларацию Верховного Совета СССР от 14 ноября 1989 года о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народа, подвергшихся насильственному переселению, обеспечению их прав, стремясь к восстановлению исторической справедливости, на законодательном уровне провозгласила реабилитацию репрессированных народов. В соответствии со статьей 3.1 Закона о реабилитации репрессированных народов на граждан из числа репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на территории Российской Федерации по признакам национальной или иной принадлежности, распространяется действие закона Российской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий.
Согласно преамбуле указанного закона, его целью является реабилитация всех жертв политических репрессий, подвергнутых таковым на территории Российской Федерации с 25 октября 1917 года, то есть со временем революции, восстановление их гражданских прав, устранение иных последствий произвола и обеспечение посильной в настоящее время компенсации материального ущерба. И дальше уже мы здесь делаем заключение. На основании проведенной юридической экспертизы экспертная группа пришла к следующему заключению. Следующие нормативные правовые акты. Декрет Всероссийского Центрального исполнительного комитета от 7 июля 1924 года в части образования на исконно-ингушских землях Сунжинского округа. Постановление Президиума ВЦИК от 4 февраля 1929 года об упразднении Сунжинского округа Северо-Кавказского края. Постановление Президиума ВЦИК от 20 июня 1933 года о включении города Орджоникидзе в состав автономной области Северной Осетии. Постановление Президиума ВЦИК от 15 января 1934 года. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1944 года о ликвидации Ичкерия-Ингушской ССР и об административном устройстве ее территорий. Закон РСФСР от 25 июня 1946 года об упразднении Ичкерия-Ингушской АСР и преобразовании Крымской АСР в Крымскую область. Указ Президиума Верховного Совета СССР 26 ноября 1948 года об уголовной ответственности за побег из мест обязательного постоянного поселения лиц, выселенных в отдельные районы Советского Союза в период Отечественной войны. Пункт 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 июля 1956 года о снятии ограничений по спецпоселению чеченцев, ингушей и карачаевцев, членов их семей, выселенных в период Великой Отечественной войны. Указ Президиума Верховного Совета СССР РСФСР, в той его части, согласно которой пригородный район и часть Малгобекского района Ингушетии были незаконно оставлены в составе Северной Осетии от 9 января 1957 года о восстановлении Ичкерия-Ингушской ССР и упразднении Грозненской области. Постановление Совета Министров СССР от 5 марта 1982 года об ограничении прописки граждан в пригородном районе Северо-Осетинской ССР. Указ президента Российской Федерации, вот в этом письме они ссылаются на него, от 13 декабря 1993 года, номер 2131, о порядке возвращения места постоянного проживания беженцев, вынужденных переселенцев на территории Республики Северной Осетии и Ингушской Республики. 12 вот этих нормативных актов. Все они противоречат международно-правовым и конституционным нормам, грубо нарушают права и законные интересы ингушского народа. Второе пункт заключения. В соответствии со статьей 12 закона РСФСР, вот в этом законе о реабилитации репрессивных народов мы обычно обращаем внимание на 3 и 6 статью потому что в этих статьях речь идет о территориальной реабилитации. Но там есть не менее важная статья 12. В чем ее важность, сейчас скажу. В соответствии со статьей 12 закона РСФСР о реабилитации репрессивных народов все акты союзных, республиканских и местных органов и должностных лиц, принятые в отношении репрессированных народов, за исключением актов, восстанавливающих их права, признаются неконституционными и утрачивают силу. Это написано в законе Российской Федерации. То есть на что бы ни ссылались наши соседи, на какие-либо нормативные акты, если они не восстанавливают наши права, то закон говорит, что они являются неконституционными и не имеют юридической силы. И последний пункт. Территория Ингушетии подлежит восстановлению в границах, существовавших до их конституционного насильственного изменения. Вот такое заключение. Вот оно подписано. Вот руководитель экспертной группы был я от Ассоциации юристов. Дальше члены экспертной группы: доктор юридических наук профессор Сайнароев, доктор юридических наук профессор Султыгов, доктор юридических наук профессор Зейтов, член Совета Ингушского регионального отделения Евлоев, адвокат, член исполкома Ингушского регионального отделения Мальсагов. Вот такое заключение имеется, надо с ним ознакомиться, и чтобы когда там, в переписке какие-то там чиновники, особенно соседние республики, которые незаконно владеют нашей территорией, ингушской территорией, когда они ссылаются на какие-то указы, какие-то документы, надо отослать их вот к этому заключению. Оно есть в интернете на сайте Ингушского регионального отделения Ассоциации юристов. Любой человек может туда зайти, прочитать и понять, что ни один нормативный акт, на который они ссылаются, не является основанием для неисполнения закона о реабилитации. И точно так же вот в той статье
которую я подготовил к 30-летию издания принятия этого закона. Есть очень важное положение Конституции, вот действующей Конституции Российской Федерации. Почему мы говорим, вот закон надо исполнять? Вот в 15 статье нашей Конституции Российской Федерации, а это 15 статья входит в главу 1, основу конституционного строя это называется. Там написано, что органы государственной власти, федеральные, региональные, органы местного самоуправления, должностные лица обязаны исполнять Конституцию и закон. Не то, что они хотят, могут, не могут, они обязаны их исполнять. Либо надо этот закон отменить, либо его надо исполнять. Отменить пытались, мы помним все. Вносили они специальные проекты закона в Госдуму, обращались в Конституционный суд. Ничего не помогло. И Конституционный суд говорит, что оснований для отмены этого закона нет, его надо исполнять. Другое дело, механизм его исполнения. Как они это сделают? Но это прерогатива федерального центра. Они же смогли, вот вчера мы отмечали, да, 70-летие смерти этого Сталина, этого недочеловека. Смогли же забрать, да? Вопреки Конституции, нарушая Конституцию, игнорируя все, забрали, отдали. Так вы подумайте и решите, как вы вернете то, что вы забрали. Разработайте механизм, принимайте нормативный акт, что угодно делайте. Но Конституция вас обязывает исполнять закон. И поэтому наша позиция должна быть такой. Конституция требует от вас исполнять закон. Исполняйте, дорогие товарищи, Конституцию. Депутаты Государственной Думы, сенаторы Совета Федерации, полпреды, другие. Думайте, вы для этого, да, занимаете должности, вам платят огромные зарплаты, вас содержит народ на свои налоги. Исполняйте. Вот помимо вот тех нормативных актов, вот там вот в этом документе, даже, честно говоря, отписка, я бы сказал, или документ, да, там есть ссылки на какие-то соглашения. И вот этот, все время поднимается вот этот вопрос о каких-то территориальных притязаниях. Вот, Якобы мы... да, якобы, они что говорят? Они хитрят. Они говорят, что мы заключили соглашение, отказались от территориальных притязаний. А что такое территориальное притязание? Мы же должны смотреть в юридическом смысле, что такое территориальное притязание. Я вам скажу. Вот что понимается под территориальным притязанием. Это юридически, в законе этого определения нет, но есть в юридической литературе. В научных работах ученые, юристы выработали, что это под этим понимается. Они же не могут свой смысл в это вложить, потому что общепринятый смысл должен быть, да, у этого понятия. Так вот, территориальное притязание – это столкновение интересов государств в международных отношениях относительно принадлежности какой-либо территории или разграничения ее между ними. То есть, когда государства независимые спорят по границе, где должна проходить их граница. Вот что территориальное притязание. Так у Ингушетии никогда не было притязаний на чужую территорию. Позиция была органов государственной власти Республики Ингушетия со дня ее, еще до образования республики у народа была эта позиция со дня образования. Органы государственной власти все говорили: верните незаконно отторгнутую территорию. К вашей территории, собственно, никаких притязаний нет ни у кого. Той, которая была на момент выселения в 1944 году. Притязаний нет. Поэтому это игра слов. Это игра слов, чтобы вы понимали. Когда нужно вот цепляться, а не за что цепляться. Начинают придумывать всякую вот эту вот эти словечки и так далее выдумать. И даже вот сами, вот тот, кто написал, даже не разобрался в смысле этого понятия. Ему нужно было просто отписаться. Поэтому, что хочу сказать. Если вот нам нужно реагировать, допустим, да, если какой-то вопрос возникает, если нам нужно какую-то позицию обозначить, и еще хочу, вот, вы знаете, да, вот комиссия, которую создал Всемирный конгресс, возглавляет Асхабу, она же продолжает свою работу, она должна еще дальше исследовать
все эти вопросы, в том числе исторические вопросы, связанные с прохождением границы с соседей, с Кабардино-Балкарией, с Грузией и так далее. Эта работа продолжается. И я думаю, что в заключительном документе этот документ будет разобран, и нам нужно будет синхронизировать. И вот это юридическое заключение, оно есть у комиссии. И работу историков, других специалистов. И тогда уже в этом окончательном документе сформулировать еще раз и для федеральной власти, и для соседей нашу общую единую позицию о том, что никакого другого пути, кроме как восстановления прав Ингушетии на незаконно оторванной территории, нет. Что аз года это хамло, садил да ходи, волгамет лелч. Лецадах качканы, халха я отец удучаден. Если так ложка ешь хамаж мотик школу ёхти, не арту бачит. Так приёхал саншин се господа телча, мотикот абоожи гажшхани аряж ёхш. Жгаж хаица, шей люткач, ачи яхка, айни якшот, ёба чан эш арица, ти ёхкаш хачирка. Так наг дахка бар ёхнах, жгаж ёхнах би, наг дахка хам ахан. Ай фото аждил дар ант гаж хайваш. Удаар ган шу ялрох аз дял раду бум ди гаж шин маяца. وإيش تحاولينيش؟ Думаю, база, а что мы я тираже? Измор децардуца. А измор децдев. Дort что haben die придумать der, haben wir das hoch das am Herzen, die haben das Skript das am Herzen, haben das steht Zeitkarte, die ist Herr Lachama Isha Herzen, die haben das Schajah Herzen. Dus dergelijke het biskje юридический цакка бухболж камелда. Садучно. Вей бухболж бы законный бы конституционный суд ханер бы берги бы. Просто дарфут дян шихам и масул хам. Вей мел дуци дян Аллах шихул толчканы измат бегю пачеги бахан хаваттады. А вей дарфут сул кахек. Потом